Депутаты Сухумского городского собрания из первых уст хотели услышать, какая ситуация складывается с выявлением незаконных подключений к сетям. Как вы знаете, в пятницу было совещание у президента, где был указ о создании штабов в каждом городе, где главой штаба является глава администрации района или города, куда входит энергетик, представитель прокуратуры, милиции. Сегодня Руслан Федорович, как глава штаба, нам расскажет, какая ситуация в городе. Глава администрации Сухума, председатель столичного оперативного штаба, рассказал о проводимой работе по выявлению незаконного производства криптовалюты. Совместно с УВД и СУС представители штаба проводят рейдовые мероприятия по всему городу и инспекции на объекты, которые находятся в ведении администрации или сданы в аренду. Также подворовые обходы жилых домов. Все наши подразделения, юридические лица, которые так или иначе соприкасаются с администрацией или являются структурными подразделениями, вот им было дано поручение, письменное уведомление всем о недопущении на территории тех или иных предприятий, даже если они находятся, часть из них в аренде и так далее, чтобы не было на их территории оборудования для добычи криптовалюты. Это один вопрос. И также было проведено совещание, дано поручение, Автандил Африканович занимается с домоуправами, вот, по поводу того, чтобы обходить многоэтажные дома, и не только многоэтажные, но и подворовой обход, скажем так, делать, с тем, чтобы выявить незаконное подключение к электросетям для цели добычи криптовалюты. По словам градоначальника, с 20 января выявлено порядка 9 объектов, где были установлены криптофермы. В общей сложности удалось обесточить порядка 600 установок по добыче криптовалюты. Что удалось сделать с 20 числа по сегодняшний день? За 3 дня было выявлено порядка 9 объектов, где были установлены криптофермы, 433 единицы. Вчера, позавчера еще 280, то есть порядка 600, наверное, вот так вот, если посчитать. Ну и сегодня занимаются, и каждый день, конечно. Глава города озвучил необходимость установок приборов учета и контроля потребляемой электроэнергии. С конца 2014 года работы по установлению этих приборов были приостановлены, а некоторые демонтированы, вследствие чего сейчас приходится обходить квартиры и дома. Я, когда высказывался в адрес энергетиков с критикой, но мы беседовали с Сухумским управлением электросетей, так или иначе они входят пока в структуру администрации города, эта критика была высказана именно в их адрес, потому что по Сухуму идут большие нагрузки, как нам говорит Черноморэнерго. Учитывая, что мы с вами не энергетики и не электрики, мы не можем знать адресно, где, что происходит. Потому что большей частью критика, не большей частью, эта критика была адресована в это. Аппарат нам, Черноморэнерго, помогает, предоставляет всяческую информацию и так далее. Мы с ними действуем синхронно в этом отношении. И, конечно, мы для себя уже приблизительно понимаем, что нам нужно делать, хотя бы, чтобы отслеживать, чтобы ситуация не ухудшилась. Мы какого-то результата добились, но может обратно вернуться на исходные позиции, даже на сегодняшний день. Поэтому, конечно, будем думать о системе контроля и учета расходования электроэнергии. Хотя бы на подстанциях, на ТПшках, там, где мы сразу будем реагировать, я очень надеюсь на это. Вопрос учета и контроля расходования электроэнергии – это уже вопрос такой, скажем, он будет каждодневный и злободневный, поэтому будем этим заниматься постоянно. Беслан Эшпа озвучил просьбу к депутатам Сухумского городского собрания, чтобы они участвовали в заседаниях штаба и вошли в состав инспекционных групп по контролю выявления криптоферм. Во исполнении поручения президента нам нужна помощь с вашей стороны. Вы город хорошо знаете, и так или иначе соприкасаетесь с друзьями, с родственниками, с соседями и так далее. Сейчас ситуация та, которую надо вывести из кризиса. Депутаты также интересовались другими актуальными вопросами, в частности, ситуацией с оснащением инфекционной больницы. Мэр рассказал о дополнительных мерах, которые предпринимаются для улучшения работы больницы. В течение нескольких дней в новом районе откроется новый пункт забора ПЦР-тестов, что разгрузит инфекционную больницу. Для инфекционной больницы администрация города планирует закупить аппарат для выработки и подачи кислорода больным. Также предстоит ремонт на первом этаже здания больницы для увеличения койко-мест. Мэр города и депутаты горсобрания отметили хорошую работу исполняющего обязанности главврача инфекционной больницы Астамура Гуния. Элана Какаля, Амра Амич, Бадавид Давицба, пресс-служба администрации города Сухум.